В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В Якутии выявили 30 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. В Алданском районе решается вопрос с безнадзорными животными. Детские лагеря Крыма смогут принимать школьников из других регионов с мая этого года. Количество госпитализированных якутян с коронавирусной инфекцией увеличивается в республике. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина в ходе брифинга по эпидситуации. На данный момент стационар Якутской республиканской клинической больницы продолжает работу в режиме повышенной готовности. Это пульмонологический корпус и дополнительный, выделенный на улице Губина в Якутске. Так, на сегодняшний день выявлено 30 новых случаев коронавирусной инфекции. В Якутске 19 инфицированных, в Алданском, Тампонском и Усть-Алданском районах по 2 заболевших, и в Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Татинском, Хангаласском и Чурапчинском районах по 1 случаю заболевания. Всего в республику поступило 110 812 доз вакцин. Первую вакцинацию получили 84 010 человек, вторую – 53 628 человек. В Якутске полным ходом идет строительство второй очереди кардиологического диспансера на 150 мест. Работу проводят 95 человек. Бригады прокладывают электрику на лестничных площадках, ведут работы по устройству стяжки, также прокладывают вентиляционные каналы. По словам строителей подрядной организации, необходимые материалы представлены. Отставания от графика нет. Общая площадь кардиососудистого центра составляет более 15 000 квадратных метров. В состав комплекса входит блочно-модульная котельная, пункт для хранения кислородных баллонов, также имеется склад жидкого топлива на 50 кубических метров и дизельная электростанция. Отмечу, что строительство началось 2 года назад. Ввод диспансера планируется в конце этого года. На сегодняшний день стройготовность объекта составляет 57%. Согласно графику производства работ, подписанным контрактом ООО «СК-СТ» у нас идет согласно графика. Все строительные материалы, которые необходимы для работы, они уже здесь на объекте находятся. Объект тепло было запущено в прошлом году, в ноябре месяце. То есть работы они не останавливались. Отличительно от других объектов, рентгензащита. Она предусматривается нескольких видов на полу, потолках, на стенах. Там у нас идет баритовая штукатурка, свинцовые панели. Государственные жилищные сертификаты выдаются жителям Нерюнгринского района. По состоянию на 1 января этого года в очереди по программе переселения из районов Крайнего Севера состоят 2279 граждан. В прошлом году для нерюнгринцев было выделено 25 сертификатов, из них реализовали свое право 15 человек. В текущем году на район выдан 21 сертификат, из них 13 инвалидам и 8 сертификатов пенсионерам. Чаще всего жители Нерюнгринского района для переселения выбирают Новосибирскую, Московскую и Ленинградскую области. Гражданам, желающим участвовать в программе, для подачи заявления следует обратиться в кабинет 115 Нерюнгринской районной администрации. Прием ведется еженедельно по вторникам и четвергам. Переселение из районов Крайнего Севера для тех граждан, которые уже встали на учет, и носит заявительный характер. Поэтому мы убедительно просим всех граждан, которые стоят на учете, до 1 июля подойти к нам и пройти перерегистрацию и написать заявление о своем желании получить сертификат и переселиться из районов Крайнего Севера. Вопрос с безнадзорными животными в Алданском районе не теряет остроты. Жители жалуются на стаи собак, свободно разгуливающих по улицам. Административная комиссия с участием специалистов ветеринарии и сотрудников МВД совершила рейд по адресам, где массово обитают друзья человека. Собачий вопрос решался по-человечески с хозяевами. Удалось ли найти общий язык, узнавала Татьяна Вахнина. Незнакомцев здесь встречают, хотя и без агрессии, но настороженно. Территорию многоквартирного барака собаки считают своей, и чужаков здесь быть не должно. Визитеры пришли к хозяйке. Вопрос касался как раз самовольного выгула собак. Как видите, собаки нарушают благоустройство двора, растаскивание, мусор. Я думаю, что этой женщине все-таки будет выписан штраф за самовыгул собак. Без лишних пререканий хозяйка заперла часть питомцев. Степенный шкет и резвые щенки пока остались на свободе.
Хозяйка пообещала их убрать сейчас, но они до сих пор и бегают. И я считаю, что нужно применять жесткие меры административного воздействия на наших граждан. Тогда они немножко будут задумываться, выпустить свое животное или нет. Комиссия в составе старшего ветеринарного инспектора, представителя службы отлова, сотрудников администрации, депутатов горсовета и участкового уполномоченного совершила рейд по адресам, где обитают стаи безнадзорных собак. Проверка была проведена по заявлениям жителей. Каждый раз у нас проблема, это, конечно, основная хозяйские собаки. Потому что из, например, 5 привезенных голов в приют взрослых собак, то есть 4 собаки в любом случае с ошейниками. Ну и мы сами люди виноваты в том, что мы делаем. Члены комиссии решали собачий вопрос по-человечески, с хозяевами. Специалисты напоминали заводчикам об их обязанностях, включающих регистрацию и вакцинацию питомцев, а также соблюдение правил выгула и содержания. Безнадзорное четвероногое подлежит отлову и помещению в пункт передержки. Хозяева обязаны своих животных держать, во-первых, на привязи, во-вторых, зарегистрировать их в управлении ветеринарии, поставить на учет, во-вторых, прочипировать свое животное и поставить бесплатную прививку против бешенства. Это обязаны они сделать. Стоит отметить, что не все заявления отличались корректностью. В качестве потенциально опасного места было указано пепелище двухэтажки. Согласно заявлению жителей, стая собак обитает в руинах сгоревшего дома. Рядом находится школа и жилой квартал. Бродячих животных, однако, здесь явно нет. Не обнаружено и следов их постоянного пребывания. В ближайшее время комиссия планирует провести еще один рейд с отловом безнадзорных животных и с чипированием четвероногих. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Общее количество налогоплательщиков, обязанных в налоговой декларации по форме 3 НДФЛ за прошлый год, составило более 11 тысяч человек. Изменения в налоговом законодательстве сегодня обсудили на брифинге сотрудники Федеральной налоговой службы. Физическим лицам, получившим доход в прошлом году, необходимо отчитаться до 30 апреля этого года. Также в этом году налоговыми органами будет проводиться массовое начисление гражданам имущественных налогов за прошлый год. Срок уплаты налогов не позднее 1 декабря 2021 года. С этого года, в том случае, если физическое лицо самостоятельно не продекларирует, если такие доходы полученные, то налоговый орган самостоятельно исчисляет по жилым при реализации жилого имущества, например, 70% от кадастровой стоимости. Поэтому для физических лиц выгоднее самостоятельно представить налоговую декларацию формы 3 НДФЛ, потому что в этом случае у них будет возможность в налоговой декларации отразить сумму доходов, полученных от реализации, например, квартиры, уменьшенную на сумму расходов по его приобретению. Детские лагеря Крыма начнут принимать детей на отдых с 27 мая. Отмечается, что с учетом эпидемиологической ситуации отряды смогут заполняться не более чем на 75%. При этом детям и лицам, сопровождающим группы, при заезде в лагерь необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Результаты анализа должны быть получены не ранее, чем за 72 часа до заезда в лагерь. В конце марта сообщалось, что Роспотребнадзор предложил разрешить детям отдыхать за пределами своего региона, а также увеличить наполняемость лагерей. При этом отмечалось, что сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также мероприятий с участием родителей отдыхающих. Якутские настольные игры становятся национальным достоянием России. Первые игры начали появляться еще более 5000 лет назад. Тогда это были просто кости. Со временем они развивались, и в настоящее время их существует множество различных народов и для любителей, для любого возраста. Хабылык или хамыска развивает ловкость рук, мелкую моторику пальцев. Благодаря им дети овладевают навыками счета и подготавливают руку к письму. С 2017 года они включены в программу игр «Манчары». Центр имени Манчары занимается развитием не только традиционных якутских игр, но и настольных игр тюркских народов. У меня на этом вся информация.